тоже была посвящена независимости Беларуси. Пушкин нарисовал эту картину своей собственной кровью. Das Werk steht für Blut. Речь шла о советских репрессиях против основателей белорусского государства. Репродукцию именно этой картины он делал в Минске. Получается, Пушкин оставил свою ДНК миру. Он был готов пожертвовать собой ради свободы. Зараз часовая такая сезонная про много режимів. Спочатку ті 6 звели на чайки, потім по дворах розігнали, теперь по балконах будуть сходити стягивать, заставлять снимать, штрафувати нас будуть. Я это чекаю, я к этому рихтуюсь. Але прийде весна, зацветут камины. Weihnachten in Bobbe. Als einziger in der Рождество в Бобре. Пушкин единственный, кто пытался возродить в округе белорусскую традицию каледовать. Eine Ziege gehört Коза среди каледующих — символ уходящего года. Медведь приносит удачу всем людям, которые с ним станцуют. Рождественская звезда Пушкина, конечно, была украшена бело-красно-белым флагом. oppositionellen Flagge versehen. Чем добра коляды? Это отдельный функциональный доступ до реального життя людей в этом годі. Я заходжу в эти хати, і я бачу, як живуть люди, в відрозненні від державної пропаганди. Це не швидко. І два липня. Не чекання чудо. Ein paar Wochen danach Спустя пару недель после этого я получил от Олеся Пушкина это видео из Бобра. die Staatsmacht entfernte die Flagge. Власти сняли флаг с крыши его дома спустя 24 года. И вот это видео, закрашенное граффити, Олесь Пушкин прислал мне из Минска. 2021 года. Пушкин пригласил меня на свою выставку в Гродно, городе на западе Беларуси. Эта выставка стала роковой для художника. Wurde dem Maler zum Verhängnis. Не арестовали, заплатили, вообще не арестовали, вообще не устроили. In einer der В letzten одной из последних оставшихся в стране частных галерей Пушкин смог выставить свои картины. Из-за этого портрета спорного представителя белорусского антисоветского сопротивления на выставку обратили внимание власти. Они трактовали это как реабилитацию нацизма. Wir erfuhren davon erst Мы узнали об этом, когда уже были в Киеве. Пушкин и я полетели в Украину разными рейсами, чтобы чиновники ничего не заподозрили. Дело в том, что я хотел снять про Олеся большой фильм. В Киеве проходила крупнейшая за все время выставка белорусского протестного искусства за рубежом. 40 художниц и художников выставляли свои работы. Здесь Пушкин повторил свой перформанс с тачкой навоза для диктатора Лукашенко. Поличится это оскорбление президента, экстремизм, оскорбление Украины, Беларуси. И тому до 12 был Сибирь кафедру с братьями России. Норильск, Рудникит, Пушкина. Ну, где же эти Пушкин может быть? Ну, где сибирских рук? Это была моя последняя съемка с Олесем Пушкиным. В Киеве мы узнали, что прокуратура занимается его выставкой в Гродно. Красный уровень тревоги. Я умолял его не лететь в Беларусь. Напрасно. Через несколько дней после возвращения Олеся Пушкина задержали. Политически мотивированный процесс проходил в закрытом режиме. Но даже в этих условиях Пушкин попробовал провести перформанс в тюремной клетке.
5 Jahre Knast. 5 лет лишения свободы из-за одной картины и перформанса с навозом для Лукашенко. Это последние картины Пушкина из тюрьмы. Aus dem Knast. Hinter Gittern За war решеткой Олесь Пушкин тяжело заболел. Из-за отсутствия необходимой медицинской помощи он умер. ein Schock für ganz Шок для всей Беларуси и для сотен тысяч белорусских политических беженцев в Европе. natürlich И, auch. конечно, для меня тоже. Я просто не мог в это поверить. Это стена памяти Пушкина в Варшаве. Aber ein Museum mit seinen Открыть музей его картин в современной Беларуси невозможно до тех пор, пока в стране царит жесткая диктатура. die Oberhand hat. Добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас вітати. Нагода, на жаль, не саме веселая, Дивіться, ми яким чином зробимо. Вот этот фільм, який ви погляділи, це фільм Романа Шейна, немця, якого настільки захопило особо Олеся Пушкина, что он реально, вот уже некоторые 3 года я постоянно ездил и по этих и повёзках, и по общих, и по выставах, и в Киеве, где была машина, и весь час думал про его фильм. То глядите, ми яким чином зробимо, ми підключимо зараз онлайн, підключимо Романа Шейна, який здавав кіно, підключимо Венера Круцину, так само немця, підключимо так само Валю Якимович, з Злочинних Штатів, вона зараз там живе. Тобто кожен, хто, як би так, судогранав ще особисто. Розумієте, ми просили якраз от виступити тих, хто був особистими сябрами. На жаль, Світлана Косина, на жаль, захворіла, і причому, як ми сподівалися, що за пару днів вона виправиться, я ж кажу, що тільки гори робиться. Тобто, от такі алгоритми, і глядайте, потім, як так ми маємо у залі, може, є ті, хто добре його відав, хто був сябром. Я, наприклад, себе не лічу, я його добре відав, але я ж пам'ятаю, як були сябри. Так, я був у його в гостях, і ми разом розпрацьовували, як там молодь, те саме готувати, тренувати, що, але ж ми не настільки близькі. Може, тут у залі є хто хотів би поділитися своїм розумінням? Ну, это можно будет зробити після, на протягу. Ну, тоді давайте ми почнемо з того, що зараз ми посилочку, я сподіваюся, ми скинули вже, Так, зараз відправлю нашим гостям онлайн. Це саме зараз. Так. Я тільки хотіла нагадати, що у нас є вистава якраз Олеся Пушкіна. Ми вельми раді, що вона відбулася, тому що це фактично перша вистава його праці після його смерті. І вона, ця вистава буде працюватися до 14 красовика. Ви зможете зараз поглядати, запрошати своїх знайомих, сябров. Так само побачили. Ми вельми вдячні полякам. Всі картини, які тут є, це картини поляків з приватної колекції, фактично. І Олесь малював для їх, і тут вельми шмат польських місцин, насамрэч. Зрозуміло, що це не всі картини Олесі, і його там відомі картини нема можливості тут виставити, але перший крок, принаймні, зроблений, і ми в цьому вельми ганоримося. І вельми рада, що сьогодні відбулася ця зустріча, де ми справді можемо і почути, і порозмовляти, і не поділитися успоминами про такого видатного чоловіка, як вибітного чоловіка, як Олесь. Я тільки хотіла запитати технічно, чи є люди, хто супроть бути на відео, на камері, чи є такі люди, що ми не збираємося здиматися, але на всякий випадок, увеличуючи наші часи, увеличуючи безпеку, то коли є, то подивіться, будь ласка, руку. Зрозуміло.
Вось. Ну і сапраўды мы просім, заклікаем вас, калі хтосьці ведаў Алеся, ці, можа быць, з'яўляецца прыхільнікам яго, ці ёсць нейкія успаміны, ну, ёсць што падзяліцца, то будзе такая магчымасць, да, не саромцеся, далучайцесь. А першы наш выступоўца будзе онлайн. Зараз Некоторые гэта... участвуют. Так, вось уже нехта кажа, долучыўся. Хотя бы глядзіце, фільм якраз Романа Шэля мы зараз паглядзелі адзін, і я думаю, што мы яшчэ напрыканцы паглядзім другі. І зараз хацелася даць слова Дэніел ці Роман, нехта хоча нехта абмежаваны па часе, ці хто з вас першы выступіць? Роман, давай ты твой фильм. Давай, ты. Мне нужно настроиться и включиться еще немножко. Да, добрый вечер. Очень рад, что получилось подключиться. Это удивительно, что два немца здесь будут рассказывать о своих впечатлениях, отношениях, эмоциях по поводу знакомства с Олесом Пушкиным. Я могу сказать, как мы познакомились. Я сам родом из Германии, но 13 лет прожил в Минске с 2007 по 2020 года. Потом, как и многие белорусы, был вынужден уехать. Слава Богу, я к себе на родине, что другим белорусам, которые сейчас в изгнании и не могут себя попасть домой, это, конечно, намного более грустно. Но могу рассказать, как познакомиться с Олесом. Это приблизительно был 2008 или 2008 год. И это было на дизайнерской выставке в Минске, где Олес представит свои скворечники. Может, кто-то помнит, что у него была такая большая серия скворечников. И он мне научил слово «шведский семье» в русском понятии. И знаете, как у него скворечник выглядит? Шведский скворечник. Это там, где есть 3 входа и выхода. Ну, короче, не 2, а с 3 сторон можно. Вот. И мне это запомнилось. Он к себе приглашал на Бобр. Я поехал туда с коллегом из ПРООН, который работал там. Мы приехали в деревню, были просто удивлены, что это за живой дом, сколько там картин. Он показывал свою мастерскую. Я там потом ночевал, когда на фестивале был. И если это развивалось, я бы сказал, искреннюю дружбу. Много раз были вместе на пленерах летом, где Олес собирал очень интересные художники и художниц, в основном моложе него, но не только. Тоже он умел с разными людьми, даже которые как-то имели достаточно тесные контакты с властью Беларуси, он умел с ними договариваться, чтобы он к ним приехал, рисовал на усадьбах, чтобы там жило большое количество художников. Вот. И это, конечно, очень, очень классный талант, потому что он всем открыто говорил о своих взглядах, но он был готов спорить, он был готов как-то всех собирать и даже на это мобилизировать ресурсы. Вот. Но я еще
хотел бы показать маленький фильм. Не знаю, если он доступен, Сергей, или нет. Или, может быть, сначала Роман прокомментирует свой фильм. Он, конечно, профессиональный, да, мой такой, скорее, свои личные воспоминания с Олесом и с его семьей очень короткие. В каком порядке лучше сделать? Хорошо, если считаете нужным, давайте сейчас сделаем маленький этот фильм, там 1,5 минуты. И это в моем фильме это вместе с немецкой песней, но если кто-то понимает немецкий, но вы и поймете смысл, почему именно такая песня. Ну вот, это такое моих личных воспоминаний с Олесем. К сожалению, последний мой год в 2020 был вынужден уехать, но пока он был на свободе, мы достаточно регулярно общались. Еще хочу сказать, что сейчас в Берлине мы создали такое пространство и coworking для уехавшихся диссидентов. Я бы очень хотел организовать выставку Олеса здесь, в Берлине, поэтому, если кому-то интересно в этом участвовать или кто будет в Берлине, прошу в гости к нам. Вот, это все с моей стороны. Спасибо. Дякую, велике. То саме, Роман, я сподіваюся, дуже, як так, настроївся, ви кажете, так? То ви ж пам'ятаєте, трошки пам'ятаєте. До мене питання, так? Да. Ваши, поделитесь своими воспоминаниями, расскажите трошки, добре? Окей. Привітання, дороженькі. Дозвольте, будь ласка, російською мовою. Я на самом деле познакомился с Олесем Пушкиным довольно случайно, как и многие международные журналисты. Я с августа 2020 года находился в Беларуси, снимал в Беларуси. Как и большинству журналистов, мне не дали аккредитацию, поэтому снимал я подпольно. Снимал или на маленькую камеру, или на iPhone. Большинство кадров, которые вы видите в этом фильме, это снято на iPhone, скрыто, секретно, потому что в Беларуси вы достаете большую камеру, читаете до 10, и вы в ГУСе КГБ. Ну, вы знаете, как это все работает.
Я с ним познакомился на демонстрации, на танцевальном вечере, на улице, напротив памятника Ленина. Но это было такое очень такое мимолетное знакомство. И потом мы с ним более подробно познакомились на секретном танцевальном вечере белорусской оппозиции, где я у него брал долго уже интервью, и там он меня запросил в Бога. Я снимал несколько культурных проектов, несколько групп художников, например, там, Вольный хор и несколько других белорусских мастаков, которые делали что-то в этой протестной волне. И для меня сначала Пушкин был просто, я хотел делать с ним портрет просто в таком рабочем режиме, в рабочем формате, потому что он делал важные вещи. И только потом я как-то вросся в него, да, когда уже поехал к нему в Бобр, потом еще раз сначала с Минска, потом еще раз в Бобр, я несколько раз приезжал к нему снимать в его село. И потом как-то постепенно я начал понимать, что как оно у нас просто все вырастало во что-то большее. Я, конечно, не мог представить, что выйдет все так, как оно вышло. И что мои съемки будут вообще последними съемками Олеся на свободе и вообще последними днями его жизни. Как-то мы с ним как-то не знаю, то есть он меня запросил, допустим, в Бобр на Коляды. И я хотел сказать, что это было все сопровождалось каким-то немножко таким, знаете, как будто не волшебством, а что такое происходило, странное, допустим. То есть я про него снимал несколько сюжетов, да, и потом, допустим, на зиму он запросил меня на Коляды. Я поговорил с редакциями своими актуальными в Германии и говорю, вот такая тема интересна, давайте это поснимаем. Все отказываются, никто не сказал да, типа, нет, зачем это нужно. И я уже расслабился. Просто и у меня появилась какая-то внутренняя какая-то тревога, абсолютно какая-то, непонятная что-то. Вы славяне, вы поймете, что это такое. Немцам сложно объяснить, что такое, как это, когда интуиция как-то меня как-то прожигает. Я очень много работал на войне в Украине с 2015 года, и вот сейчас из Украины фактически не выезжаю. И я, как полагаюсь, всегда на интуицию. И вот я просто уже расслабился дома, я был в корпункте в Москве. Из Москвы я постоянно ездил на машине в Минск. И у меня какая-то дикая совершенно тревожность появилась внутри, что просто я понимаю, что надо ехать. Почему-то надо ехать. И вот таким образом, без каких-то заказов, без общения с редакциями, без зеленого света от редакции, я поехал в Бобр на Коляды, где были совершенно уникальные съемки. А потом он запросил меня в Гродно на свою восстание, выставу в Гродно, где он выставил картину, за которую его затримали, и Павла Мужейка, договорился, затримали. И там оттуда же он запросил в Киев, мы с ними летели вместе разными самолетами в Киев, чтобы нас, вы в фильме видели, чтобы нас не вычислило КГБ, чтобы не было никакой связи между нами, я полетел в Киев. И опять же, без всяких договоренностей, просто меня как будто бы что-то вело. Да, и в Киеве он узнает, вместе со мной буквально, там, мы с ним смотрели какие-то, много общались, после выставки он там долго готовил, и мы узнаем о том, что Павла Мужейка затримали, и, в Гродно, что прокуратура занялась его делом, и что просто, все, это, красный сигнал тревоги. Мы с ним записали последнее интервью, и там как-то отошли в сторону, я говорю, что будешь делать. Я умолял его ехать, и его очень много просили не ехать туда. То есть у нас был с ним какой-то последний такой разговор. Но он сказал, что он все равно поедет. Я думал, что он шутит просто. Я думал, что это несерьезно об этом говорить. И потом, вы знаете, что было. Потом мы с ним, я на самом деле, я струсил. Я расскажу, как я струсил. Мы с ним договаривались, он мне говорит, Ирина Романовна, заскакай меня в Минску. То есть мы с ним опять же разными самолетами летели в один и тот же день обратно в Минск. Я летел на 5 часов раньше, чем он, чтобы нас там не перехватили, вместе садили, потому что у меня было очень много съемок с ним, и я боялся этой съемки. Вот, я прилетел первым в Минск, я прилетаю в Минск и смотрю, что там просто полный зал людей, просто полный зал. Я прям вижу этих товарищей до паспортного контроля, какие-то мужички такие в пиджаках, такие вот взгляды у них, я их сразу вижу. После паспортного контроля, впервые в жизни у меня рассматривали ручную кладь по прилету.
как и у всех людей, которые с Киева прилетели. В самом зале аэропорта какие-то странные люди. Я понимаю, что если я туда приеду, сейчас через 5 часов включать авиацию, то есть я его не сниму, это точно. И на этом все, меня очень быстро отсекут, и на этом все, скорее всего, закончится. И когда он прилетел, я сразу посмотрел новости, что его закрывали в аэропорту на 4 часа, и я решил не ехать в аэропорт. Я, в общем, спасовал, так скажем, но, наверное, возможно, это правда, было верно, я не знаю. На 4 часа его там задержали, я не знаю, что там точно было. Отпустили через 4 часа, около ночи отпустили, и он остался в Минске, да, и в 2 часа, как мне рассказали, ему звонит жена, супруга мне рассказывала, что ОМОН 10 человек маскированных людей переворачивают вверх дном его дом, мастерскую и так далее. И Пушкин вместо того, чтобы бежать, он садится в электричку в 6 утра и едет в Бобр. Он пробудет в Бобре 2 дня, насколько я знаю, в Бобре 2 дня пробудет дома, и потом поедет на реставрацию на работу. И там на работе его окончательно задремают. И приедут его, просят его пройти, он откажется, его возьмут за руки, ноги, насколько мне это известно, эта история. И все, и потом будет закрытый процесс, тюрьма и смерть. Не знаю, что еще рассказать. Но я сначала, конечно, для меня сначала это была такая, журналистская история о человеке, который делает в поле революции очень важные работы, делает их очень искренне и честно, и потом я просто глубоко проникся с ним и ходил за ним, как собака за колбасой. Потому что я чувствовал силу, потому что когда мы с ним поговорили в Бобре, он показал мне свою работу из минулого, допустим, рассказал мне подробно. Я, конечно, понял, что это абсолютно какой-то, то есть за этим такая глубина и такая сила, такая мощь такая стоит, что я чувствую, что надо делать больше и больше и больше. И я сейчас роблю уже фильм готовый, 50 минут, мы его сейчас сдаю, понимается, скорее всего, на Белсате будет показан, на польском телевидении, еще, наверное, в балтийских странах будет показан. Я надеюсь, что вам даст всем его посмотреть. Там более расширенная версия того, что вы видели сейчас, там расширенные версии, как он гуляет, ходит, общается, говорит о философии своей, говорит о Беларуси очень много, о своих работах, почему он их делал. Для этого это все и, наверное, в итоге и было. Но это все мне очень больно, мне сложно сдержать иногда слез, когда я думаю о нем, и монтаж фильма, и монтаж такого сюжета, я там такой, наверное, я там довольно выгляжу, на самом деле это все было крайне сложно, то есть я сидел несколько недель и смотрел ему в глаза. Это было безумно тяжело, это прям было безумно тяжело отслушивать, отсматривать все то, что я снял, и выбирать какие-то важные моменты, потом делать звук, и то есть ты миллионы раз смотришь на это все, и, конечно, это было, я не ожидал, что это будет, но это была очень простая часть моей работы. Но я очень надеюсь, что это огромная честь для меня, я не ожидал ее, и я не хотел так, да, чтобы было, пусть Господь вообще просто, так, хорошо, что так, случилось, что мне удалось запечатлеть его последние дни, его последние высказывания очень подробно. И я надеюсь, что каким-то образом останется, прольет свет, может быть, на его, больше света на его работу, даст людям возможность понять его значимость для Беларуси, для мира, для истории. За это время. Дякую вам. Я щиро вражений так. Справді, німці більш так з теплиною готові саме гнуться к небесі. До речі, вчора у ягоної жонки був день народження, так що, коли хто може, дозволить собі, повіншуйте. Мы не ризикнули ее подключать, чтобы не створать проблемы. Мы огулом никого с Беларуси не подключали, как людям не створать проблемы. Разумеется. Это самое. Все у нас есть человек, который учился разом за Лесем Пушкиным. Олесь Нагольевич, коли ласка, поделися своими воспоминаниями. Добрый вечер.
Ну, як учился? Учился в Парнасе, в академії, де він учился. Ну, конечно, старейший трохи за мене. Але ми так трималися, що училися в такої установі, як Парнат. Це школа-інтерната Хремчика тоді на той час був. І ось він тоді у той час свою дипломну працю робив у цьому коледжі, в фойе. На жаль, тут щось не прийшли парнатовцы, это дивно для меня, а может и не дивно. И он тогда, я с ним, можно так сказать, еще про своих батьков познайомився, бо, ну, не як з Мостаком, а як з парнатовцем, бо у нас завсюди в школі-інтернат які байки ходили, хто учився старіший, з тим треба було якби тусуватися. Ось, і там вельми шмат людей училося, мастаков, музиків, наприклад, той же самий Бонда, Жагімонт Ваза, Скрипниченко, Яблочний чай, це такое вельми шмат, всіх таких творчих не назовеш. Але з Пушкіним мені більше за все, я кажется, по душі пасував, бо він був прабелорусским. Это самое главное. Это человек, это, можно сказать, такий кладезь национального руху. Коли хто не ведає, я думаю, шмат хто не ведає, це перший человек, який підняв, можна так сказати, в академії, підняв стяг, вивісив. Це перший человек, який зробив у Витебску, коли не запам'ятаю на пам'яті, це перший з'їзд націоналістів. И он был один из кураторов за Адамовичем «Право реванш», организация радикально-национальная такая. Вельми шмат про его можно сказать. Ну и так само он был человек, мало того, что мастак, живописец, монументалист, график, робил так само для татуировок некие эскизы. Я уже рассказывал, что Белясками он зробив ескіз, татуїровки, які він зараз турмінує. Вельми шмат чоловік творчий був, ну і перформанси робили. Самый головний перформанс – це коли хто ведає і пам'ятає, коли говно до Лукашенко принес. Ну, це навоз, що зробили. Ось. А так, добре сказав там уважаемый господар за Німеччини, что человек умел коммуниковать с усими, то есть без розницы, какая национальность, кто он, даже з уладами мог розмовляти. Але ён был перш-наперш белорус и в душі, и в справах, и в своих памкнениях. Не кожен из нас мог бы взять, поехать в турму, это 100% так оно и есть, поехать в турму и ведаючи, что могут его забить, и он туда поехал. Ну, это такий великий учинок, на який не кожен згодиться. Ось. И что мне еще хотелось сказать? Я хотел бы еще отзначить то, что все-таки про творчесть я говорю. У меня так пошанцевало, что я с ним майже 3 місяці ще й працював. Ми робили в Могилеві костел Святого Станіслава. Я там займався, реставрував костел Янушкевич був, я, Пушкін, ну і шмат дешевих мастаків, які там знаходилися у версі. Ось. І така цікава була, ну просто ось на критці приходив Зенон Станіславович Позняк. И я вспомнил эту ситуацию, когда мы трапили с неба на землю, как кажется, на его веселье, на венчание. Вот, слезли, а Пушкин завсегда любил носить такую шапку с таким пером. Его такое, что было в 90-е годы. Вот, и такое натхнение. Вот я ведаю, есть человек, який натхняє, так? Своей творчестью, своей душой, своими думками, працами и так далее. И вот этот человек, это он. То есть мало того, что он сам классным,
такі наче і той чоловік, який натхняє на некое життя творче. І ось, до речі, хотів би ще раз сказати, що ён вельми файний був монументаліст. Коли нас слухають в Білорусі, ефір буде транслюватися, так? Ось, усім жадаю, каб все ж таки поглядзелі яго перш-наперш нямецкую працу, называется «Парнас». Это у Гремчика, калі, конечно, еще не знаю. Але вельми файна. То есть, и вот я с маленства, я памятаю, учился с 5 по 12 класс. Вот засюда захоплялся этой Парнасом. Вот. А ему, думаю, что хотел бы пожелать его семьи уже счастья, каб яны памятали, что люди про его ведают, думают, и вот все ж таки мы будем, я думаю, коли-нибудь разом ствараць агульную эту историю, як и культуры, так и живописи, так и монументальной живописи. Ну, дякую, я так больше так спонтанно сказал, але я рассказал про человека як творца. Дякую. Дякую. Я можу слово дати Валентині Якимович, тому що чую, коли я попросив виключити мікрофон, то мене потім вже не включить. Валентина, коли ласка, ви чуєте нас? Ну, Гремецький файна подобається. Валентина, коли ласка, ми вас чуємо. Скажіть слово. Ні. Ну, той випадок, коли для старейшего поколения вся электронные сроки сувязі, это все не отбор. Не, не чує? Ну, тогда, коли ласка, это самое, Тетяна, ви, напевно, більш здольні в этом, да? Чуєте нас? Вітаю всіх, так, чую, але коли можна попросити Валентину, поки вона все ж таки свій диктофон виключила, мікрофон, перешкоджає. Да? Я выключу его. Когда ты не видно. Просто натисніть на його і все, коли він буде перешкоджати. Я его не бачу. А організатори это можуть зробити? Я не знаю, как это зробить. Я тобі вас позволю. Ой, блин. Все, я не веду, як это зробити. А ты мама? Когда вы не можете выключить, вы просто тихонечко, потому что любой звук, тут вот то, что Валентина, все будет шивать целому залу. То есть просто занимайте на увазе. Нет, так она уже коли чує, то може вона скаже. Валентин, це правда, давайте, коли это самое, коли ви вже чуєте, то може лепше, Тетяна, можна? Да, добре. Да. Так, нехай Валентина. Валентин, коли ласка, слухаю вас. Ой, пропали все. Ну, Все, я вас попрошу. Я не бачу. ну, вот теперь бачите, да. И теперь можете говорить, добре? Я? Да. Я уже могу говорить? Да. О, вітаю всіх. Ну, я почну, напевно, здалека. З того, хто такий Олесь взявся патріот. З ягоного батька. Ягоний батько був простий робочий, але він вельми много читав і прочитав там усю літературу, яку можна було політичною. І Сахарова прочитав, і мало того, він почав там розповсюджувати цю літературу у своїй вёсці Бобри. І за це от усе його посадили, батьку там на кілька років за грати. Мать осталась одна. Было два сына от першого шлюбу. Першая жонка батьки Олеся, она потрапила под машину, и осталось 2 детей, и когда он женился на Галле, матери Олеся, то и она вымушена была годовать этих 2 деток. Один из них был Олеся, другой не помню, как звали, але был так вельми тяжкий грипп, и у вынику чего один хлопчик, которого так само звали Лизавину, помер, а другий стал глухим.
гриб даў такое наслаждение. Потым прыйшоў бацька, і тады ўжо, напэўна, была дачка Светлана, старэйшая сестра Олеся, на 2 гады старэйшая. Потым з'явіўся Олесь. І вот Олесь быў у такой непростой сям'і. Калі Олесю было 10 гадоў, а нарадзіўся ў 1965 годзе, 6 жніўня, у іхную вёску з республиканского, як это называлось правильно, ну, з музычно-театрального этого вот республиканского центра імя Ахремчика приехал человек шукать у вёсках таленовитых детей. Ну, ходил по школах и вот обнаружил, что Олесь Пушкин здольный. И он вернулся до батьки Олеся, и его в 10 годов забрали, значит, в эту республиканскую школу на Крымчиках, которую между собой студенты называли просто парнатом. Значит, Олесь як бы не цікавився абсолютно политикой. Хотя дочь, как он мне рассказывал, сидел в казенной печи, читал нашу Ниву, газету, у час вакации. И вычитал, что, оказывается, Беларусь не 71 год, что на 71 год тому была обвешена не 70 годов, то есть она была незалежная комиссия, что она все такое верхностях. И вот тогда, у своих 19 годов, после заканчивания моста як сказать, республиканского центра Ахремчика, и он в 83-м году поступил в театрально-мастацкий институт, тогда назывался, зараз это уже академия, на первый курс станкового живопису. И вот ему было 19 годов, и он вышел с первой акцией на улицу, подговорил там своих студентов и вышел с такими лозунгами: «Я за Беларусь, бюджетовых коммунистов». Ну, после этой акции его вызвали в деканат, выключили из института и забрали в войска. Значит, в военкомате доведались, что он мастак, и сказали: «О, Саша, мы тебе покинем тут, у нас будешь оформлять тут нашу управу». А он сказал: «Нет, я буду так, как у всех». «Ну, будешь как у всех». Ну, кажется, посадили меня разом с другими молодыми людьми в самолет, и здесь все высадили в некой пустыне. Оказалось, это Афганистан. И он там, поскольку был высокого роста, 1,92 м, и он не улазил в те самолеты и военные, и его поставили обслуговывать самолеты эти. А он там наглядевся всякого. И когда он назад, дякую Богу, вернулся живым, его снова вызвали в военкомат и кажут там: «Ну, Саша, ты вот тебе медаль за удел в афганской войне, и теперь ты маешь право первый по черзе отрымать квартиру, целый год, нет, все житье ездить по всему Советскому Союзу технику бесплатно, и вот тебе талончики на гречку». На что он сказал: «Я у вас на эту войну не просился. И тому эти все привилегии заберите себе». Повернулся и сышел. Ну, и он снова отдавился в театрально-мастацком институте, и вот учится. У червені 1988 году в Литве утворився політичний рух «Союз». Мета якого було выход со склада Советского Союза. А у нас в осени в Беларуси утворилась громадсько-політична організація «Марторальот» і був створений организационный комитет Белорусского народного фронта. И вот Союз хотел провести свой митинг на Кафедральной площади. Але коммунисты не дозволили это, и им довелось идти на Замковую гору, там, где вешали Берию. И тогда, значит, наши все толоковцы, былые майстровцы, когда вы ведаете, что это, кто это, сябры Белорусского народного фронта, конечно, я была стержден. Нет, у Толоцея была с 87 года, а у фронте с 88-го, як только я утворилась там, где Белорусский народный фронт. И многие сведомые просто белорусы, мы отправились на технику у Вильню, как поднимать этот митинг Союза. И вот там я впервые убачила Олеся Пушкина. Высокий, худорлявый, русые волосы до плети, густющие такие. С горбинкой легкой такой носик.
такие шчырыя блакітныя вочы, усмешка. Ну, просто прихожу. И он вез с собой пудила муравьёва вешальника. И он зрабіў яго ў сваім парнаце, значит, там картуз такие военные нейкі на 5, как называется это, такие халаты, которые прибираются там, подметала их в интернете, замест рук такие желтые пальчатки, которыми чистят там, где что брудно. Вусы зрабіў з этого, с такой метелки, которые вез как там белять столь. Ну и там бар для этого, все такое. Ну и в первую чергу мы приехали в линию и пошли до того места, где был Муравьёвым этим Михаилом, губернатором города, осужденный наш Костюсь Кореновский, который был по 6 годов на смерть. Где он сидел за кратами, мы пошли туда, откуда он стал листы, значит, с своими, ну, стал листы белорусских наших. И вот мы там пришли, но дали памяти Костюсю Кореновскому, прочитали некие верши и отправились там неподалеку, у парку Калязамской горы, стоял помник Александру Сергеевичу Пушкину. И вот наш Александр Николаевич Пушкин, которому было тогда 23 года, только исполнилось, и он, значит, усталевывая на супротив Александра Сергеевича Пушкина, он свой помник, свое худило этому Александру, господи, Михаилу Муравьёву вешальнику. И мы стали подниматься наверх на гору Едемена по замковой горы. Идем, и тут до меня подходит, уже на полу горы дошли, тут до меня подходит мужчина, стала опеку литовец, скажет, вы не туда идите, там коммунисты, а наши все снизу. И тут я мозгом своим голосом гаркнула все, гордайтесь, наши не там. Мы спускаемся вниз, подходим до своих сябров Сайбиса, тут Олесь Пушкин подходит до меня и говорит, Валя, ты Валя? Я говорю, так. Наставница? Я говорю, так. А ты что, выпиваешь? Я говорю, ты что, дурный? Он говорит, чому у тебя такий мощний голос? Я говорю, потому что коли хочешь, щоб всі почули, то треба мозг кричати. Ті не почули. Ну, от було перше наше знайомство. Потім 89-й год, ну, это был 88-й, коли ми з ним познайомилися. И в 88 году мы ладили в вулкане Весны. 88 мы ладили в вулкане Весны Толоковцы у парку Горького. А ён, у парку Янки Купалы, зрабіў выставу своих работ. Одна из них, это был его автопортрет Люкас, обалденнейшая работа, лепш, которую я не ведаю, вот, ягонага портрета, что был. И там еще портрет некой такой девчины, большие такие две работы. И тут до меня подходит некий хлопец и каже, Валя, там зараз вокруг Пушкина крутятся карибисты, забери его оттуда. И я, чему до меня зробились, я не ведаю. Я пошла, запросила его до нас у Толоку, там, где мы гукали Весны, мы пошли там танчить, спевать и все такое. Таким чином я его урокувала. И после этого мы поехали до меня, и он свою картину мне покинул. Причем свой портрет, автопортрет, он мне как раз тогда подаровал. Вот. И он был 90 сантиметров на 1,30 м величину. И вот у 1989 году, в первый день незалежности, Пушкин избирается отзначить этот день. Толоковцы его отговорили. И так само тутейшие сказали, что Олесь. Покой, что в газетах пишут, что в Белцевых стях, это фашистовский стях, люди не ведают ничего. Лепш себе почекать. А он таки у партии никого не слухая, его переконать было неможливо, и он сховался в голову стойчике, который был поближ его театрально-мастацким институтом. И там вручную сам пошел величезный Белцевых стях, пакет склеил гусла, а потом на дну газой горячей такой шарики, вымацевал до этого гусла стяг, шарик и 2 планшеты. И вот он вышел у 10 раницы, и он вышел со своего парнату
Спереди его был один здоровущий планшет. Там было написано «Громадянин, ведай и памятай». В этот день, 71 год тому, Беларусь была объявлена Белорусской незалежной республикой. А сзади был еще один планшет. И там, значит, его был зеленый стяг белорусский, зеленый с червоным. Потім намалюваний був твар Богдановича, Януш упал и волосы, у них такие руки были завязаны. Но это знак того, что нам забороняют эту нашу мову. Ось. Я в тот день там не была, по правде. Я туда отправила своего сына, которому было 16-17, я уже зараз не памятаю. И он учился на первом курсе театро-мастарского института на отделении, режиссерском отделении. Вот. А я сидела и тогда днем и ночью шила черно-белые стяги. Вот. Для митинга я килать на поздняк. Вот, супротив Галкова. И кажу, сын, коли там Пушкина будут, ну, видите, что ты, кажу, его обороняй, я постараюсь, как бы работа были целые. Ну, туда же пошли наши колокольцы все. И вот 10:11 падает такой дробный снежок. Это была суббота. Олесь вышел из своего интерната, театрального института, и тут же про дорогу, там 10 метров, каких-то уже стоите 10 полковник там милиции, целый автобус ОМОНовцев, автобус перегородил дорогу в проезжей части. И у Олеси микрофон, такие большие микрофоны, такая, я не знаю, рупора такие большие. И у того полковника милиции. И он каже, Олесь Пушкин, перестаньте тут сидеть и забрать. И он каже, вы мешаете, значит, трусу транспорта. Олесь отказывает. Приберите свой ОМОНовский автобус, и троллейбусы, автобусы будут свободно ездить. А я мне этого не сделали, а люди, троллейбусы, спиняются, люди стекалися, выскакивают, поглядеть. И такие тримався громады народ. Ну и тут, значит, на Олесь уже нападают. А Олесь, где все ОМОНовцы, а он отпускает, где гусла с приватизованными его шариками, и стягом, и они все взвились в небо и полетели. Ну, его начинают там бить, колотить, взрывать его эти планшеты, ломать их. Наши хлопцы их почали оборонять, их так само лупцевать. И врешті потім за руки, за ноги взяли, и так их безманово кинули в воздух. И тогда Вадим Александрович, которого уже, до речи, так само недавно помер, ему было всего 60 годов, и он тогда еще был хлопчик, ему было 23-24 года, так само. И он лег под колы этого ОМОНовского автобуса, ну, чтобы они не поехали. Я бы вытерли, отлупили, на голову капюш натянули и кинули туда так само и повесили неведомую папку. Ну и литерально 1,5 годины, типа две, уже мой сын был дома с молодым человеком с России, корреспондентом, который снимал это все на камеру. И мы уже глядели фильм, як это Пушкина там и всех наших сябров трушчили. Ну, потом я доведалась, что этого человека, я забыла, как его звали, давно же было. Его забили. Не знаю кто, те в России, те у нас, в Франции его не стало. И вот Олеся, значит, посадили куда-то за кратами. И мы не ведаем куда. Вырашено было, что будем его шукать. Ну вот колокольцы его нашли, в який он раунд сидел, и сказали, что мы его берем на поруки, мы его перевыховываем, и Олеся выпустили. Ну, там он сидел 5 дней. Это был уже красавик. И вот у початку красавика нех такой был высокий, глубокий, и тут раптом в один день туман. И такие туманы, что ничего не было видать на протягу там 5-6 метров. Транспорт не двигался. И этот туман за один день съел весь снег. И тепло стало. Я в тот день пошла на репетицию у спевного грудяница, и обернувшись такой темно-смородную сукенку, строгую под горлышко, тут стоечку, все такое. И назад мы с Мариной Матюш вертались, и вышли пройтись трошки по проспекту. Ну, идем, и коля помника Победы стоят молодые люди, и среди них Сергей Полугер. Подходит до меня и каже, Валя, а передай, будь ласка, от меня подарунок Олесю Пушкину. Я кажу, слухай, я ж не так
не вельмі той знаёмы, каб падарункі ему дарыць. Ён кажа, ну я живу там где-то под Витебском, я зараз скажаюсь на тягнік, передай. Я тут не знаю, где он живет. Он кажа, ну, я тут еще правда не видела, где он жил. Он кажа, ну, напевно, в общежитии, в интернате, театрально-мастацкого института. И мы с Мариной туда пришли. Тут вахтерка нас не пускает. Сказала, вот эта девчина, хай останется, а ты иди. Я зашла в его комнату, и он жил тогда из Геннадием Дроздовым, мастаком, графиком, и Камилом. Я не помню, кто он был уже. Так само мастак был, кто он был по национальности. Ну, и они сказали, что Олесь зараз на кухне, как готовит забежу. Я поднялась, купила забежу смажить. Я говорю, Олесь, вот тебе человек передал каву. И он так меня обнял, что я притиснул. Кажа, кава моя? Я говорю, конечно, твоя. А я не люблю каву, тому я хочу, чтобы ты ее собі взял. И вовремя, хотим со мной вечерать. Я говорю, я не одна, я с девчиной. И он каже, ну, бывай сюда, девчина. Пошел, привел эту Марину Матюш. А его сестра думала, что его уже там посадят в тюрьму, и тому она ему там и мед, и варенье передала, и творогу, и там некие присмаки, и он это все на стол выложил, и мы так сидим вечером. И тут, и он каже, достал письмо анонимное, написанное каким-то таким, что вот мы тебе там знищим, ты так и не думаешь, что ты вот будешь тут нам безобразничать и свои незалежности справлять. И потом, после этого ее снова хотели выкинуть из института, и был сход. На дверях стояли, ну, я думаю, карибисты, и никого не пропускали. Только студентов, которые там учились, и наставников. А я вот как раз была завучем мастацкое обучение имя Лебова. Не наставником, а я как это называется, завучем. Вот. Я выбачаюсь, трошки хвалюсь. И я сказала, что я плачусь, мне пропустили. Полный зал внимания яблоку, упасть людей. Ну, некто там загадал, правда, Олесь потом уже говорил, что я за Беларусь жидами, и с коммунистами, для всех в Беларуси хоть место. Главное, как я были за незалежность Беларуси. И вот некто ему тут уже загадал той выступ супротив жидов коммунистов, некто там его там пожурил за что-то, а в основном наставники, ну, и сябры, знакомые, все вельми добро отзываются. И самое главное, что он был лепшим студентом в институте. У него по английской мове была 5. И когда все отрымливали 30 рублей стипендию, то он отрымливал стипендию Франциски Скорыны 90 рублей. Вот. И тому я думаю, мы решили, ну, сказали, что мы его пера выховали, и все, и покинуть его мы решили все-таки в институте дать ему возможность закончить. И вот я тогда написала, я гляжу, такие стоит хлопчик. Ну, мне захотелось его просто, вот, знаешь, как бы сховать у себя чисто за пазухой, я не муляка, его никто не покрыл. Я ему написала цидулку такой, Олесь, коли тебе не будет где ночевать, коли тебе не будет что поесть и что одеть, приходь до нас с сыном. И написала ему свой телефон и адрес. Ну, этот сход кончился, Олесь покинули в институте. Я поехала до дому, телефоную, а тогда у нас был такие простые телефончики, что не было этих вот таких мобильных телефонов, таких хатних телефончик у нас был. Телефоную Олесь и кажет, Валя, я приду до тебя с горелкой, мы с тобой значим то, что мне покинули. Я говорю, Олесь, я не пью. Вот. И, да, вот я еще пропустила такие один момент. Это я уже трошки переплытала. Уже после того, как его покинули в институте, вот когда его покинули в институте, после того мы с Мариной шли, когда ты снег растаял, до его в хату, и уже было поздно, 12:01 ночи, и тут Олесь скажет, Валя, а ты замужем? Я говорю, так. И он скажет, неправда, тебе нема звичайного горстенка. Я говорю, слухай, Марине треба уже идти, надо ее поживее, на сделать люди. И мы с Олесем пошли проводить эту Марину. Ей было 17 годов, мне было 38. Провели Марину, она побегла в свой подъезд, и тут Олесь
раз и поцеловал меня в скроню. Мне здавалось, что там трималася опека. И он взял меня за руку, как будто бы батька берет 5-годовую девчонку, и повел на проспект, там в парк некий был, еще молодой тогда. И праз этот парк он вывел меня к троллейбусу номер 2, и мы поехали с ним до хаты. И приехали до меня до дома уже в 4 разницы, сын мой еще не спал, обрадовался, кажу, ой, эти люди у нас, я кажу, сынок, надейся спать. Ну и ось. Тоді у липені 89-го году, ну, почали залезть за тепер уже сустракаться, у липені 89-го году был суд над Олесем. И ему дали там 2,5 года. Нет, 2 года умовно. Перший раз я в коле судили. Ось. Ну, я б сказала, що Олесь ще не дуже добре розбирався в цих політичних ситуаціях, але з усією любов'ю, з усією щирістю віддався в Білорусі. І робив те, що мог. Після цього, як відбувся суд, 10 простих, не 2-3, і він з одним хлопчиком, який учився на першому курсі, а він вже учився на першому курсі інституту, пішов у кафе напротив палацу спорту. И пьют каву, и тут заходят такие 3 мордатые дядьки, стриженные коротко в скуранках. Один подходит для его, кажет, Олесь, во-первых, я сказала, Олесь, дай закурить. Он говорит, я не курю. Он говорит, проходим, выйдем. И он вышел, что раньше. И он говорит, я сразу разумею, что мне будут бить. Первое его сбили с ног, потом сорвали его окуляри, без окуляру правильно бачить. И почали его молотить там ногами. Потім сапогом ударили по тварі, зламали ему нос. Я така малюпасенькая горбинка стала трошки кривой, такой трошки больше. И он тратил притомность, и подумали, что забили, сорвали с его шеи крыш, сказавши, что теперь ты будешь незалежный, а дусика и того. И утекли. И крыши сребные сорвали. Вот такие вот крохоборы. Ну, я там доведался уже, и он, правда, выжил. Тело туда до его. Там давай уже опікуватися. А потім на наступний год на Купалі я йому подарила вишиванку, купелюш, пасок сплела. І на наступний год, ми ще з ним пішли тоді 18 кошелька, в 89 году, здається, от я не пам'ятаю, 89 году. Так, 89 году в кафедральном соборе нашем, там был день жальбы по Грузии. В Грузии такие женщины в Тбилиси вышли с лозунгами хлеба и грузинских подручников нашим детям. Ну, их там почали сбивать, трушить. Одна женщина была тяжарная, с большим таким животом, и она стала утекать, такие солдатик догнал, и девка, что рылись вот это вот окопы, распороли ее живот, и оттуда вытолкнулась ножка дитячая, еще не народженное дитя. Это был кошмар. И вот мы в подтримку Грузии пошли в кафедральный собор, там была служба, Олесь сказал, так, опинайся, накинь на голову шалик, и мы пошли. Мы пришли вот, спочатку мы стояли там на улице, не могли войти, потом потихоньку людей утрабовались. Мы зашли туда, и там таки светло, як от снопи світла, там в окон шли сюди просто в зал. Що там говорив гэты святар, я нічого не чула, не бачила. Але з правого боку від мене стояв Зіновка Зняк, которому тоді було 46 років, 45. А з лівого боку Олесь Пушкін. А я так замерзла, потому что мы стояли перед дверей, и у меня была такая гипюрная сукеночка у дырочки, и всюду такая, ну, коробки такие. И так мне этим вот холодом протяло, что мне уже пальцы стало колоть, вот як час морозу на катке. И я как трошки согреться, так докранулася до Олесева, до Олеся руки его, его тепло мне пришло. Он так на меня зыркнул в очами, а я стою и думаю, боже мой, який пригожий Зіновка Зняк. А далі, Олесь, який пригожий, а йому тільки що прибивалися в Ну и вот. И вот он все ж таки в 89 году
переплутала. А, 90-м год уже почався. В 90-м году Олесь вирішив знову вийти, знову пошив сам собі, не я йому, він сам вручную шив, агроматний стяг, діду великую зробив. І вже, значить, 25 сакавіка, і він вийшов з свого інтернату один, тримаючи в руках один величезний стяг, і він хотів дойти до дому Раду і кинути їм туди этот стяг. Але десь каля Клубной площади, його вже как переняли, стяг порвали, поламали, його знову там арештували, знову посадили. Ну, ось такий був Олесь наш. Коли сказати про наші відносини, як все ми надумалися з ним пойти у кіно, недалеко там на площі Пушкіна. Я вже забулася, як називають той кінотеатр. Аврора, вот. Ну, я його чекаючи, пішла і купила сама 2 яву в кіно. І він, ідучи насустріч мені, купив ружу на довгій такої ножці, червоно-чорної, називалася Софія Лорен. Прийшов, каже, ну, пошли купим квитки. Я кажу, я вже купила. Он каже, ти мужчині купила квитки? Ну, все. Так что, я тогда Альфонс, и ты будешь меня, может быть, утрымливать? Я не пойду с тобой в кино. Я говорю, Олесь, ну, тогда какие уже лучше взять. Я просто вот не подумавши. Вот, я говорю, на что ты купил эту ружу? У тебя же гроши нема, стипендия будет только простые дни. Он говорит, тебе не подобається ружа? Я зараз я подумаю, какой женщине. Я уже бачу, что сапраўды разглядаю, прохожий, я буду на путь там подарить эту ружу. Я уже взял документ, мне подобается, только что немає. Мы пришли в кинотеатр. Я говорю, я так хочу пить Олей. Он говорит, зараз побег выставил, черве приносит. Мне кофе лясе, а себе воду с пузырьками там за сколько-то, за 10 копеек. Что там, лечил. Я говорю, чему ты себе не взял кофе лясе? Он говорит, я не хотел, я просто не буду прошлым. Ну, вот такие было весь. Что я еще могу сказать? Я думала, что наша сердце не то, что сердце, наше питание, это уже на завсёды, на вечно, Олесь был молодой человек, скажем, и там остались, Олесь остались, собрали на все житё. И до пошнего дня, пока его не арестовали, мы с ним были на связи в Фейсбуку, в Скайпе. Ну, еще хотела сказать, что я съехала в Америку 25 жнивня 98 года. Чему съехала? Меня покрутила моя невеста, любимая, которую я любила как свою дочку. И я открылся, подумавши, что вот, я такая классная, такая передовитая, такая трудолюбивая, такая самоотданная. И ни один мужчина меня не покахал, так как я такой заслуговываю, на вот этот ты самый Олесь. И я взяла по телефону была старшине згуртовання белорусько-американського з'єднання Антону Шекілаєвцу. Бо ми в 90-м годі з Русланом были вже в Америці, нас сократили, як змагару за Білорусь. Ось. И я позвонила, сказала, что я тут Амаль помирает от голода. Что было Амаль правда? У нас было 3 детей, я, працуючи залучом мастацького учення, отримувала $7 в месяц. Моему сыну, як самому лепшему студенту, и Азаронку, батьку, вот этого молодого Азаронку, дали на керование 2 человеку на Беларусь. Закладом моему сыну за то, что он самый лепший студент, а тому за другие заслуги Азаронку этому. Закладом $15 в месяц. У моего сына было жонка, 2 детей, и 3 Яночку чекають. От повинна була народитися. Ну, як мог його там? Ну, і коротше кажучи, я рванула в эту Америку, ведаючи, що тут белоруси є. І думаю, всегда буду. І сына, и невесту, и своих сябров по змаганню. И все. Вот такая же я думаю. А приехавши сюда, 20 лишним течешь, люблю всех, кто застался там, люблю Беларусь. И сразу меня, убрали секретарем белорусско-американского з'єднання, теперь я секретарь Белорусско-американского альянса по войне. И вот первый раз я поехала до дому в 2009 году, про 9,5 годов. И Олесю Пушкину, Радио Свобода, задає питання. Олесь,
ну як от ти рихтуєшся до Нового года? Він каже, ой, треба самогону более наливать. Бывает, что Тимоч приезжает на коляду, приедет туда с колядовать. Хоть обычно я там уживаю до алкоголя. Ну, не важно. И вот я уже там ведаю, что там же и беднота. Жонка працювала наставницей по истории у школе там вязковой в обрыве. А яна была в декретном отпочинку тогда, а кто его там картины крепко куплял? Ну, правда, он тогда расписывал церкву, которую там сбудовали побольше с ягоным домом, абсолютно недалечко. И не за гроши, а фарбу, и все он куплял за свои гроши. И женщины, старушки, там, это соседи приносили ему кто яички, кто бульбу, кто гроши, и он вел такие шиток, записывал. Вот, значит, баба Маня дала то, это дала то. И вот за это вот они жили. Бедно, конечно, жили. А я у них уже нарешті посеять на друг, и все становится. Не помню. Потом вот 2 года, 3 уже пришел. Ну и вот я и вы собрались на припинку Институт культуры, там, где великие ходили, там ехать в Добр. Собралось там несколько былых колокольцев наших, з гурта Дяницы, сейчас 10 нас было, з метро Сидорович с Дудойкой. И вот мы в этом Тергику там такие концерты уладили. Вот им вышли и мачтовым таким лесом пошли 3 километра еще до хаты Олеся. Треба сказать, что однажды было такое происшествие, что Олесь шел до дома, ехал из Минску, и тут его, когда он шел под этой мачтовым лесом, до себя его лёски, 2 молодых хлопца, которые учились тогда на милициянтов, им сказали, что вот это ваш Пушкин, который говорит по-белорусски, он фашист. И они его перехопили, сбили ему окуляры, сбили его с ног, а он без окуляров ничего не бачит, это был вечер, и начали его избивать ногами, ботами, по спине, по рукам. И они ему стоптали пальцы, как он не мог малевать. И кинули его, и утекли. И он каким-то чином дополз до хаты. И они отбили ему нырки. У него все болело. Ему сказали, что треба подать в суд на этих хлопцев. И он сказал, я не могу. Это наш народ, их так выховать. И он не подал в суд на этих хлопцев. А когда я приехала до его в 2009 году, мы начали колядовать, но спочатку мы сели за стол, а причем Геннадий пришел до нас на хату и каже, Валя, я повезу до Олеся ватки хлеб. А я там уже колбасы пихали пальцем, там, селедку, там, что-то такое, ну, что могла. Приготовила, думаю, я знаю, куда я еду. И я хожу к своей невестке, пытаюсь, Людочка, у меня сын Руслан, а невестка Люда. Что это за такое ватки хлеба? Я говорю, не знаю, мама Валя, может, какие-то мокрые, какие-то уцененные. Оказалось, что это была хлебная самогонка, которую я как раз там купил некого хлопца нашего, который жил 10 на Вольшеві, там нікого не було, і робили ту самогонку. Ну, от прийшли. У їх у хаті літери П стояли не столи, а є збив такі, от як коли стимуляри працювали такі козла, так прижнати, що зверху столешниця така. І от так він позбивав такі столи, і жонка накрила брусами, і вже сиділо там 10 чоловік своїх з крупком, интеллигенция с крупок, с бобра, и мы 10 человек явились. Ну, жоночка там что зробила бульбы, и была одна курица вся, и она эту курицу уже столкла за этой бульбы, там до усих хотели. Квашеная капуста была обалденная. Так что то, что я привезла, было нам бесподобно. Одна девчонка была ну, с бобра, а она уже 1 год отучилась на бухгалтера у Минска, уже такая трошки уже в городе уже приехала, цивилизованная. И малый Миколка, которому 2 года с половиной, сидел и там без конца на меня глядел. Вот и мы уже собираемся идти колядовать, скажем, Миколка, тебе треба спать. А он, Алена, а ты будешь у нас ночевать после коляды? Олесь пытается, Миколка, ты что, закахалась у Алены? Молчи, батька, то есть опять Олесь говорит вот так вот пальцем, молчи, батька. И красиво мы уже
переконали, что Алена вернется, и тогда мы пойдем спать. И вот первая хата, в которую мы пошли. А есть тогда был у роли деда, который там, отрывая подарунки, на ней была такая свитка с лапками, капелюш черный, на который звоночки налепили. Ну, я была так само в строе. У Геннадия Дроздова была дудка, гармонь, а мы все... Дуда у нас была, кроме дудочки, дуда была у мистера Здоровича, и мы пошли спевать, як не спевали. И мы первая хата, у которой нас привели, была та хата, где жили эти два хлопцы, вот которые сбивали Олеся. Батьки открыли нам хату, сыны посоромились выйти. А мы там такие концерты устроили, что мы не побачили, что мы ж такие же белорусы, які, такі ми свідомі. Вот такие вот Олесь был. Было, конечно, здоровски, ты батутки снег, такие величезные хлопьями. Мы что взяли тогда подводу с конем и уже ехали на этой подводе. Ну, здоровски. Это все было заснято, а компьютер такая вещь, которая может ломаться, куда-то что-то несчастно, жаль, это у меня пропало. Вот я приезжала другий раз на наступный год снова приехали давать за Олесем разом. И каждый раз Олесь меня проводит. Проводит меня до... Валентина, мне тут поправляется за регламентом сочеть. Жонка я вам добрая, ну вот, что я могу сказать? Когда вот это вот началось, это вот выборы эти машины, Вот я не сомневался. теперь кажется, я включаю, а я настолько была расстроена, как это можно было голосовать за некую несведомую женщину, которая дбала только про своего мужа. И все, и колоковцы, все, весь народ за нее проголосовали. Но это, я не ведаю. Я не ведаю. Я не хочу нам говорить до этой поры, до сегодняшнего дня, и там все это, вокруг я там, что это все захутовали, на мой погляд. Дай Бог, чтобы я помилялась, ей Шушера. Петька, Шмельский там около нее там тусуется. Франок той самый, хозяин свядомый, добрый лет историк. На жаль, приходится так вот директивно, да. Тому що я на вельми цікавий справдиво, то зараз 75 років, і є треба, от, щоб ніхто записав всі успоміни про Олесю. Це серйозно. Що, послухаємо, як ви рішаєте? Есть еще выступов, заходи и будут сидеть. Давайте проголосуем тогда. Кто за то, как послухать Валентину? Я уже не могу ее выключить. Как и она может. Вот так. Вы можете включить микрофон другого пользователя? Выключить можно, а выключить нет. Я уже все сказала, что там, я что-то не так сказала. Дякую велике тому, що це саме, я тут за регламент уже подгоняю, що... Не чуете Я разумел, что вам будет что сказать, и что я вот рекомендую нашим собранию, які тут собрались, и соправды взять вас, вот, когда вас некто приехал, поговорил, я не веду, пару суток, напевно, да, вам будет что рассказать. Как записать менавіта вот усе успоміны про Олесю. Добре? Это самое, я вас попрошу трошку поприсутничать, тому що вот Тетяна чекає так само слово. Добре? Ми зараз Тетяні слово дамо. Дякую велике. Дякую. Ага. Все, да? Ну, дякую, да. Дякую велике. Можно я, что не так сказала, а я ответила. Могла бы больше сказать, а это уже больше такой приватное. Да. А, еще могла бы сказать. Дякую велике. А у его не было брошено. И он там зайшов в дом, який стояв ще з часов Наполеона, который был у нас сейчас на Беларуси. И там он зашел в такой большой зал, и покойчик, ой, что я, стойте, пропустила один момент. Значит, когда я вернулся до 90-го года. Так а где твой домик был?
Ці 91-ша, напевно. Ну, карацей, Олесь жил у Витебску. Чему он поехал в Витебск? Потому что он сказал, лепше я буду первым у Витебску, чем другим мостаком у Менску. Вот. И когда он туда приехал, он пошел у фонд культуры, и начальник фонда культуры передает ему руку, говорит: ой, Саша, Олесь, здорово. А той каже: а я вам руки не подам. Он каже: чому? Он каже: тому, що ви малювали Леніна і Сталіна. Він каже: ну, Саша, такий був час. Він каже: а я ніякий час, якби не малював. И он, короче, и то ему не дал работы, ему не было где жить. И он так сидел коля одной нейка жилого дома, подперший так подбородок. И тут раптом идет дядька некий. И каже: что ты сидишь целый день сегодня? А это оказался дядька, который там якби сочил за аппаратом в хате, в этом доме большим, там 5-поверховым. И он ему рассказал, что, каже: вот, я мастак, я не могу жить. И каже: знаешь что, у нас в подвале, по-американскому бейсменте, есть один такой покой, где там проходят все вот эти вот трубы, туда, конечно, кто-то вот лес ходит с моргаями, там, но зато тепло. И ты там можешь жить. И там дверь есть, и в окно. И он стал там жить, в этой покойчике. И вот он надумался, значит, сделать выставу, присвященную, конечно, 25-му соковику, это будет 91-й год. И он, значит, каже: Валя, приезжай, ты будешь тут такая вулкане на сыровизе помогать мне. И он каже: я поеду, увидишь, буду езжать, я Христос колести на осле с белым голубем. И вот, значит, он мои. Да, и я поехал за его. Да, это он же высокий, я малая ростом. Я себе заказала оксамитные боты на 15-сантиметровых абзацах. Я шла, пришла до его, зазернула в окно. А так открывает какая-то лопнула, и там, извиняюсь, все это плавает. Боже мой, а я сидима. Я пошла в этот Дом культуры, и там новые помешкания збудовались, как раз для того, как выставы мастацкие. И уже картины, они если вы висели на стенах, это же был соковик, 25 соковика, а на подложе, там стругай, подлога, не паркет был, а такие доски просто. И вот эти вот, то, что там стругали, эти вот стружки такие, валялись по всему этому. Я думаю: боже мой, тут уже люди будут приходить, откуда это все. Я взяла себе эти боты, колготки, прибрала эти все стружки, потом набрала воды, помыла подлогу, и тут чую голос Олеся: Валька, ты тут? Я говорю: тут. Я говорю: тут ты знаешь, что Валька. Ну, а кто еще может мне это помогать? И он говорит: все, Валя, осел есть, голубь есть. И он мои вышиванцы, волосы, и вот все, стужка тут подвязанная, в руках белый голубь. И он дядька за это заплатил $10 за это голубь, что ему дозволил прикасаться. И $10 там в зоопарк дал, что дали ему осла. Всем на осла, дала осла не такая хиповая девчинка, там не это лучше поправить. Я сзаду, вот им Владимир, забылась его зараз прозвище, нес огромный шестяк такой. Я не верю, я говорю: шестяк нес, ничего за ним. Ну и все остальное ждать. И вот мы идем, треба про дорогу, говорю: тут червоное світло. А я спиняю на осла, а он пря. Я говорю: спиняю. Он высокий, я говорю, там, ну, земли доставать, и он змушен так прилюднять. Ну, короче, этого осла не спинили. И вот мы, значит, уже сделали черную стягу, прошли просто весь Витебск, зашли в парк, и тут Олесь скажет: коли я буду мастаком, значит, голубь эту взлетит. А коли нет, ну, так и будут шедушники, мастачок, кто-то бил, значит, нет. И он это голубь так раскрутил и кинул. А у голубя закружилась голова, он там пролетел и сел на эту горилку. И тут я беру, уже строю всех, так, а дождик хотел на крапа, я строю всех так ланцюжком и починаю поміж этих древов, запеваючи, водить корабль. Ніхто там, хто мог, там подпевал мне. И тут раптом гляжу, да, Олеся подошли некие дядьки, ну, такие моргатые стрижные. Я его не стала, я говорю: слухайте, люди, наша Олеся куди-то повели, а его уже повели посторонне. А треба сказать, что он 3 дни рихтовал в эту выставу, 3 ночи не спал. Вот я его посадили, этой вилки, а мы стоим под окном, ну, так низкие, окна такие, окна открытые, и все чуем. И он его допытывает, милиция пытается: кого вы имели на увазе под этим мостом? Может быть, нашу коммунистическую партию, тюран даже? А он заснул.
И он упал головой на стол и стоит. Бабушка толку понимает. Мы говорим, ну отпустите уже человека, что, и он ничего плохого не сделал. Его выпустили, мы тогда пошли в регистрацию, означать этот день. Вот это был такой один момент. А еще что я хотела сказать, да, вот, а потом ее, значит, Валя, коли ласка. Ну, это самое, люди чекають. От Тетяні треба на роботу йти, вона проситься, от вона виступить, добре? А потім зробимо вже отдольну програму, коли у тебе застанеться що сказати, а ще що згадаєш після її, може бути? Добре? Я ничего не чую, что ты говоришь. Вот так. Зато я чую, що ти говориш. Может, я скажу, что я после истории, и он надумает сотворить, что Валя, я не знаю, что ты говоришь. ну опошня історія, все. Потім виключаємо директиву. Значит, он, значит, нашел будинку, в котором ранее там сменялся Наполеон, нашел большой такой зал, уставил там боксы, провел электричность и себе комнатку такую маленькую нашел, и там двери нашел, повышение подходили, а по ширине были ширейшие. Там они зачинялись, потому что одно пологично на другое находило. И вот он там уже выставил свои картины белорусских мастаков, и тут Соломир Адамович сказал, что он хочет провести там, значит, при открытии этого, значит, музея Олеся. А, у якої грошей не было на этот музей, как это же закупить. И я тогда написала сюда, я же была дома в Беларуси, я написала сюда Бартулян, это сваты Сокола Бойша, письмо, что вот такие мастак, если Олесь Пушкин, он хочет свой музей, его нема грошей. И они там, значит, собрали не только гроши, сказали, чтобы он пришел там в Ушачи, в Витебской области, они туда сами приехали. Мы туда за лесом поехали, забрали эти гроши. Шли, это был липень месяц. Так пригоже было все кругом. Ну и вот, ну ладно, я пропущу, как мы там шли. Короче, вот, и он открыл свое, это уже музей, открытие. И Соломир Адамович запросил там моих лицеистов балых, это где был директором Владимир Колос. Я там так само один он закладывал. И пришли там сябры сведомые, все. И тут приходят менты и кажут, так, вам треба покинуть помещение, потому что нам потелефоновали, что тут бомба закладенная. А эти смеялся, кажут, ну такая старая история уже, давайте уже не будем. Ну и, короче, выгнали всех. И эти картины, что подавались, покрали, остальные порезали, потоптали ногами, вот на тем ягоный музей скончился. Все, вибачаю, что я так долго, ну ладно, что говорится, не правда повесить. Ну, дякую, Лікі. Щиро дякую. Коли ласка, Тетяна, представтеся, коли ласка, трошки розкажіть про себе. Вітаю ще раз усіх. Поспробую бути короткою, не заснули там присутні у залі, і у мене нема таких яскравих і цікавих історій, як у господарині Валентины. Хочу сказать то, что мы с Олесей не были собрали, а были добрыми знакомыми. Когда мы познакомились с Олесей, напевно, я навіть і не пам'ятаю, потому что мы вельми часто пересекались на разных импрезах. У тим віку, а майже того на імпрезі пам'яті Василя Бикова у Бучках на Ушаччині у червні, у день народження Василя Бикова. Так само часто Олесь бував і у нас на Глибочині на різних імпрезах, тестах. І під час цих своїх поїздок він часто презентував свої мистецькі твори. У тим віку портрети наших відомих земляків. Это прем'єр-міністра ВНР Вацлава Ластовського, який народився, до речі, на Глибочині, і Аугена Жихара, діяча Білоруського національного визвольного руху і сябра СБМ, який командував партизанським отрядом на Поставщині. Але ось влади, звісно, його сприймають як бандити, і, до речі, навіть за цю картину він сів у тюрму. А після і загинув там. Ближе, звісно, ми познайомилися вже глибоким у таких камерних, на таких різних камерних мероприємствах. Ось ким був для мене Олесь, то в першу чергу Олесь був талановитим, інтелігентним, імпозантним
зваженим і спокійним чоловіком, з яким було цікаво в компанії. Хоч я, звісно, не ведаю про інші характеристики Олеся, які давали йому люди, але ось я його запомнила менавіта ось таким. Да і його спокійний, такий уравноважений, навіть, я б сказала, мелодичний голос ніколи не забудеш. У турму я йому так само писала шмат листов, але ось менавіта від його відказу, на жаль, ніводного не отримала. Я писала шмат кому, отказы я отримала тільки від Павла Северинца і Анджея Пачота. Конечно, я часто дописывала Олесе, у меня не засталось никаких архивных записей с ним, и вот когда я готовилась до этого выступу, то переслухала их все. И видите, в одном записи пятигодовой давнины, когда он приезжал с презентацией портрета Вацлава Ластовского глубоко, и он, можно сказать, стал пророком. И он распознал, что может чекать с Беларуси в ближайший час, когда мы не проанализуем минулое и не сделаем с этого основы. Ось так і здарилася. Війна, великі репресії, поглинання Росії і Білорусі, вертання до сталінізму, я б сказала. І всі ми якраз це і бачимо. А зараз мені хочеться поставити звук, як Олесь присутничав разом з нами, хоч віртуально. Я не ведаю, як він буде звучати, але ось, будь ласка, послухайте Олеся. Ён тут якраз розповідає про Ластовського і ось про те, що я сказала. Натурально, иллюстрацию в школе Беларуси, написавший портрет Шин своей охоты, приезжая в глубокое, как отзначить его, наперше, когда его бюст. Великая вдячность минулой владе, что они створили галерею славутых людей, глубоких, у бронзе. Его стал бюст Вацлава Ластовського. Я зараз підпиню кришечку. Скажіть, там гучно було ці ні? Ці я просто дарма. Ці чуєте? Тож, Чую. Чуєте? Люди знали сегодня бюст Вацлава Ластовського. Постоянно помечался, порадоваться, что глубокий есть бюст. Везде робить фотосессию, просто робить такую фотофиксацию сегодняшнего живого Ластовського, який ходит по лукам глубоко. И в этом есть принципе, что нейтральный рух гражданина Республики Беларусь, который оживил его на 3-4 годины. И будет такого доброго, солнечного, невечного, пережившего какие складные перипетии життя, репрессованного, загинулого в простые в этой жесткой исходной нашей суседы. До этого у нас впливает, до этого мы стоим под погрозой страты нашей незалежности, которую он обвещал, который Вацлав Ластовский заклал, который могли формировать идею историю нашу, который и закон лечит много нашу белорусскую идею иметь свой тот свою державу. Мы можем это все страти. И я тоже это боюсь. Я культурный человек, который выступает в этом, просто это шпацирует в образе Ластовского. Я хочу это склонить. Я хочу еще раз на трагичный вес нашей всей закладал нашу надежду. Я еще раз нагадаю, что и Куропатов, и Ластовский, и 7 листопада, это страшное свято Отечественной революции, они актуальны. И они могут вернуться в союзе с исходом нашей суседней России. Снова могут вернуться Куропатов, снова могут вернуться непредсказательные конфликтные животы, военные союзы, войны, Афганистан, новые трагедии, как на Украине. Так. Ну ось, послухали Олеся, ну кришечку, конечно, напевно, я так сказала, сумні події, зараз хочеться вже вернутися до більш таких позитивних подій, тому що все ж таки Олесь, я считаю, для мене якийсь позитивний, емпатичний чоловік. Олесь приїжджав до нас в Польщу, і я його познайомила з одною з подинь агросядиби, яка удільничала в конкурсі «Мисс Советского Союза», это, напевно, був опошній конкурс. Яе звали Венера Базлістова. І ось яны домовились про те, що на яе агросядибе он знайдет пленэр мастацтве. И вот в жнівні 2019 года на Новогодчині
дзякуючы Алесю прайшоў гэты пленэр, называўся «Узор каменераў сышла над зямлёю». Ну, гэта, канешне, вядомы з вершам, але ён назваў гэты пленэр яшчэ ў гонар гэтай гаспадыні аграсядзібы Венеры Азізавай. Аграсядзіба яна знаходзіцца дзесь за 8 кіламетраў ад Глубокай, называецца «Сестра зямлі». Тады ў ім бралі ўдзел пленеры мастакоў, якія напісалі за тыдзень 24 карціны. І як казаў Алесь Пушкін, на пленэр запросіў маладых мастакоў, асноўных былых навучэнцаў Лембургскай мастацкай вучэльні. І пленэр час быў прысвечаны мужчыне і жанчыне, а таксама каханню. І вось ён так даволі цікава мне даў такое інтэрв'ю невялікае і распавёў пра пленэр, каго ён хоча бачыць менавіта на гэтых пленэрах. Ну, я зараз коротенько таксама включу гук, послухайте. Я не люблю пленэры, старые, хворые, поважанные мастаки, импотенты, изюмки, которые приезжаются, лоты, брутальные, отвязные, тихо, у нас мастаки, не бачите, Сергей Костюк, который приехал с Колка, бачите, Тиму Кадовска, который приехал с Мамана, ой, а здорово, кстати, он мог бы играть на гитаре, и он уже гитару написал. Я спросил Лену посылку. Тима спросил Лену Изабеллу и Владу Алексеевича. Это чиновные люди, которые нужны. Лера Рацу, Света Пушкина есть и незвычный человек, режиссер, документалист, драматург, письменница, художница театра Гагарина, писал. Конечно, Алесь, як і справді мужчина, йому подобалися жанчини, і молоді жанчини, і вокруг його завжди була молодь, були жанчини. І ось тоді, під час цього пленеру, відбувся вернісаж його, не тільки його картин, і на імпрезу були запрошені літератори, журналісти, сямпри, громадські активісти з Вітебської області. З концертом тоді виступала музика Під Павлова, його жонка Олеся Шагун. И вот когда я записывала мастаков, ну, все сказали, что они бывали в раю. И я могу запомниться, правда, что там был рай. И этот рай мог быть Олесь Пушкин. Я не хочу больше шмат сказать, потому что шмат рассказывала про этого человека. На жаль, мы стратили такого чудовного, неповторного мастака, и человека, и я просто коли пошла эту новину, что Олесь Пушкин помер, и нет, не могла долго в это поверить, что мы больше николи с ним не встретимся. Але, конечно, справа Олеся будет жить, и будет протягиваться, и я сподіваюся, что Беларусь его так само николи не забудем. Дякую всем за увагу. Я, конечно, рихтувала ще і фотоздимки, але фотоздимки вже нема коли глядіти. Ось, дякую. Дякую всім виступаючим, дякую всім присутнім. Коли можна, добавлю от себе. Для меня Олесь Пушкин, ну, памятаете Короткевича, был, есть, будет. Так вот, и Пушкин Олесь был, есть, будет, разумеется. Я колись, може, не зовсім розумів сенс, коли українці говорили про свою Небесну Сотню. А потім я як так подумав, порозважав, поставив зі своїми тибетськими ведами, з усім остальними, зрозумів, що якраз вот эти самые люди, які щиро служили своїй родині, віддали душу своїй родині, от вони якраз формують Небесну Сотню. Так от у моєму розумінні Олесь Пушкін, Мирослав Лазовський, Ашура Квітоль, от такі люди, вони утворають Білоруську Небесну Сотню. Був і буду. Гонор і гордість. Я бы хотела додать, может быть, кто-то из присутных так само хочет поделиться успоминами, ці нечто промовить. Только для нас не соромьтесь, у нас такая теплая встреча, есть такая молчаливость.
Добрый вечер всем. Я, на жаль, не могу сказать, что Олесь был моим сябром. Я думаю, что он бы им стал, потому что мы познайомилися так уже досить близько, поздно. Але перший раз я про його почув, як шмат хтось білорусів якраз у 99-му році. Це у ті далекі часи, коли ще не було інтернету, і новини ми довідувалися з газети і з Радіо Свобода. И вот я почув, что про это вазок гною. А уже с Олесем непосредственно мы познайомились в Бычках, когда ему вручали премию за свободу думки. И потом он приехал до нас на дударське пество глубокое. И вот, с того часу мы уже так больше близко были знакомы. И вот, на жаль, про той пленер, про який розповідала Тетяна, я довідався тільки у той день, коли Олесь приїхав, це було підрихтовано, і я працював, як і зараз працюю там на Белсаці, і приїхали з Витебска мої колеги робити репортаж про цей туннель, і нам було трохи трудно, що ми живемо за 4 кілометри від того місця, і ми довідалися це пізніше, але це так отрималося. Я присутничав тоді на этом пленері, були на концерті, як Петь Павло виступав. І ось тоді Олесь мені розповів про свою задумку, що він приїде з портретом Глибоке, Ластовська, і треба буде його поздимати. І справді 8 листопада я його зустрів на автобусі, а мой сябра, колега, він повинен был нас на машине повозить по глубоким этим портретам, и он не отказывая, но я подумал, что он боится, хотя он на самом деле что-то захворел, правда. Но я зустрел Олеся, и я пошел с видеокамеры его снимать, он за этим портретом ходил по глубоким. И что цікаво, мы одразу пошли в библиотеку. Я говорю: Олесь, тут нас может не пустят. Ты что? Это ж наша библиотека, мы податки платим. Пойдем. И он пришел, поставил этот портрет, я его поставил камеру, Олесь записываю. А библиотекарь глянула з дороги і вийшла, як би нас не бачить. И бачили нас милицианты, это был 19-й год. Вот мы обходили с этим портретом, и потом пошли Олесь, пойдем отзначим эту справу, пойдем в кавярню. И зашли мы в кавярню, говорю: портрет треба сховать. Нет. И он будет сидеть с нами, и он на кресло ставит Ластовская так помощь. И так вот потом до нас Тетяна доучилась. И так, значит, потом мы домовились, он приезжал еще до нас глубоко на Нову, где я розповідав, про себе, показывал той фильм, як зняли, як він на той вазок гною катив у 99-му році. И потім ми з ним домовились, кажу: Олесь, ти такі добрі флешмоби робив, допоможи мені організувати. А мене тоді часто штрафували за працю з Белсатом, великі штрафи платили. Я там, як мог, прикалувався, там носив рублями платити. А тут я почав збирати, кажу: я зібрав вже 8 кілограм монет, але штраф уже весь 86 килограмм прикладно я полечил. И Олесь мне сказал: мы купим тачку, помалюем ее в желтый колер. И там рассказал, как повинны одеться, и что мы покажем эту тачку по глубоким. На жаль, почався 20-й год, и это не удалось сделать. И то, что тогда меня штрафовали, тоді казалося, що це вельми такі буйні штрафи, а зараз це зовсім якби просто після того, що робиться зараз. І опошня зустріча моя з Олесем була в Полоцьку, він мене запросив. І він так само приїхав на зустрічу з портретом Ластовська і хотів носити по Полоцьку, як я знову поздимав. Я так маю кривду на свого колегу, тому що він сказав, що я спешу. Спешу він до день народження до Тетяни, яка виступала передо мною. І я,
Алесь трохи пакрыўдзіўся, што ну, ён мне даслаў здымкі, што я не змог яго потым паздымаць, ён хадзіў па вуліцах Полацкай. Ну і больш мы з ім ужо не бачыліся, толькі перапісваліся. І так здарылася, што я быў выехаўшы ў 21 годзе ў Вільню, і калі ўжо я прачытаў, што на Алесе заявляю справу, і Олесь сказал, что все равно это не я. И коли я прочитал, что Олесь сказал, что я вернулся все равно в Киев, и я не Тихановская, я вернулся в Беларусь. И вот, а мне, короче, заставайся, знакомая, там через Изабель, я Пушкин вернулся, я в Вильне застанусь. И вот я приезжаю, по-моему, это было 31 сакавіка, я уже приезжаю в аэропорт Виленский, вылетаю на Минск, бо тогда только прыгнуть самолетом можно было, ковид. Ну и читаю, что Олеся затрымали ночь. И я прилетаю в Минск, меня так само забирают в особенную эту, но нас только провели этот досмотр, все отпустили, ну, вот такое было мое знакомство с Олесем. Ну, он меня запрашал до себя у Бобр. На жаль, ну, так вот не отрымалось, не поспел до его съездить. Такие мои воспоминания. Ну, вельми хороший, светлый человек. Меня что им... Бо я так само з молодості підтримував Білорусщину, але я боявся, там, коли бачив по міліціянту, то сховався, і ось мені у Олесі це так вельми притягувало, що він це робив відкрито, один, ведав, що його можуть збити, і не боявся. Хто ще хоче що сказати? Вітаю, сябры. На жаль, я не была знакомая з Олесем, але мой близкий человек сидел з ним разом, и, на жаль, сегодня я не смог прийти, тому я хочу сказать несколько слов, что я ведаю от своего человека, який близко был знакомый з Олесем. Мой близкий человек, Владислав Муковецкий, был политвязень, и он сидел з Олесем. У них были агульные темы, бо яны обидва мастаки. Олесь намалював портрет Владислава, який Владислав, на жаль, не змог винести. Але Олесь сказав: коли ти не зможеш винести, не переживай, я вийду і знов тебе намалюю, але вже фарбами. Ну, як ми бачимо, на жаль, ніколи він більше нічого не намалює. І ведаєте, що ще смішно, зеки, яны заўсёды, ну, трошки жартавалі. Владислав быў, можа быць, чымсьці падобны на Олеся, ну, ёсць, Владислав ёсць, так. Яго таксама збілі калісьці нейкія бандыты, і таксама зламаўся нос у адзін бок з Олесем Пушкіным. Зэкі казалі: о, Олесь, гэта твой сын? А Олесь скажа: ну, я ўсіх сваіх дзяцей ведаю. Не, гэта не мой. Ну, і Владислав сказаў, што Олесь заўсёды добра трымаўся, заўсёды нават на зоне стаяў за сваю Беларусь, за нашу Беларусь, і заўсёды жартаваў. Нават у такіх кепскіх умовах ён заўсёды жартаваў і быў здаровым, нічога, здавалася, не пагражала яго здароўю, але пры тых умовах, як мы бачым, самыя здаровыя людзі могуць калісьці згубіць сваё здароўе. Вось. І Владислав пазнаёміўся з Олесем яшчэ да таго, як і таго, і другога затрымалі. І Олесь тады запрасіў Владислава, кажа: заязджай да мяне ў Бобр. Но, на жаль,
не атрымалася. І цяпер ужо, калі мы будзем у вольнай Беларусі, я думаю, мы все зможам і захочам паехаць у тое месца, у мястэчка Бобр, дзе Алесь жыў увесь час, і дзе нёс адважна сцяг сваё сумленне за Беларусь. Што яшчэ я хацела дадаць? Што Алесь заўсёды казаў на зоне, што беларусы, нават Владзіславу казаў, вось ты выйдзеш, знайдзі сабе дзяўчыну, якая будзе размаўляць на беларускай мове, бо мы павінны больш беларусаў мець такіх сапраўдных, хаця Владзіслав гэта мой хлопец, і тады я яшчэ не размаўляла на беларускай мове, калі ён сядзеў, а калі ён выйшаў, і так вось мы з ім пазнаёміліся, ён такі: а хоча я распавяду табе, вось мы цяпер з тобой разам, а Алесь сказаў, знайдзі сабе дзяўчыну, якая размаўляе на беларускай мове. І кажа, я не выбіраў, каб вось так было, але так атрымалася, быццам бы прарочыў такое. І Алесь сказаў: слухай, Владзіслав, калі дзяўчына папросіць, каб ты даў ёй дзіця, ніколі не адмаўляйся. У нас беларусаў павінна быць больш, нас павінна быць шмат. Вось. Канешне, лепей бы Владзіслав распавёў все гэтыя гісторыі, але я проста перадала тое, што ведаю. І хочацца, каб мы заўсёды памяталі такіх герояў наших. Шкода, что это Владислав намалевал за кратами. Так, это Владислав ось следующий раз на Олесе намалевал за кратами. И я смог еще вынести. Так, була вистава репресованих мастаків, яка називалася «Вітанки з Білорусі». І так само... Дякую. Ось. І, до речі, так, Владислав ще змог винести пару малюнків, які намалював Олесь за кратами. І вони є, правда, вони у Вітебську. Для колісті, може бути, всі побачать їх так само. Дякую за увагу. Ну что, напевно, все, кто хотел сказать, мы что сказали, да? Так что памятаем Олеся добрым словом, з разуменнем, што ён якраз стаў тым арханёлам з той самай няпёснай беларускай сотні новай, які будзе і далей служыць сваёй радзіне. Все, дзякую. Я так само хотела сказать дякую и хотела сказать, что мы, у кого есть еще час, мы можем показать фильмик на хвилин 14. У кого есть желание, то оставайтесь, пожалуйста.
Я побеждаю. Я выключу. Это фильм того самого Романа Шега, немца, который постоянно приходил больше не речі. Это ще не смонтовано, як він просто каже, це такий набор цитат. В 23 года висит моя хата из театра, я меняю кожный месяц новый, потому что она обтрепливается. Бывает, клянусь, и больше трошки повесить. А зараз вот после Нового года повесить новый. У Пригожина делают так что в Беларуси есть прецедент. Хата на улице Горной, 4, местечко Пробор, Крымский район, Подворжье, 125 километров от Минска, где 23 года каждый день висит стяг. Я сидел в Витебской тюрьме, в Варшавской, в Минской, у Крупской и в Сморгонской. 8. И только в Сморгонской тюрьме у меня была возможность малевать. Дали фломастеры мне, не отбирали паперу, не отбирали малюнки мои, я их сохранил.
бензин, палитра, воздух. Самая передовая технология. И она чистая, цветная. Понимаешь, на холсте на этом мы можем делать эскизы, мы можем смагаться. Из-за этого холста никто не будет плакать, никто никого не будет захватить, правда? И он адлюстровывает наш час. Глядите, вот эти трагичные вещи, это наш час, так? Я просто радуюсь, сколько з'явилось твору в Беларуси на эту тему. Вось эти попутные вочы, да, это вот всей Беларуси, они глядят с надеей и верой. И это и есть вот такие вочи героя. Это вочи Тарайковского, вочи Романа Бондаренко. Согласитесь, да? Вочи кожного из нас, кто идет, правда? На 26-м годе будаўніцтва нашей Беларуси у нас забитые люди, забитые улады, забитые солдатами внутренних войск, милиционеры. У нас есть забитый Роман Бондаренко, которого 31 год забили. И я назвал эту працу, уже когда я робил авторский повтор, взял фарбу, так же само обмакнул, провел по стене рукой, вылил по призыву пульверизатора на стекла. Эту працу я уже назвал «Жнивень 2020 года». Сегодня. На жаль, это здарилось. Як я не хотел, чтобы кровь осталась минула, то кровь уже Романа Бондаренко, Александра Тарайковского уже сегодня есть. В 2020 году. На 26 году будование мирного нашей країни. Ось у чому є актуальність. Ось чому я зараз правда хочу виставити в Київському арсеналі весною 25 сакваліка запланована вистава 40 білоруських мастаків, і нам буде показано в Києві. Оригінал. Ми її привеземо. Я все поборю, сняю, чтобы никто не бачил, где плохо, доходит до шанса. Вот так у нас было, что цикл неприемности могут быть, а просто книжки. А вот так, напротив всього моего життя, метафорик всього моего життя, моей Боги. Ну, кажуть, представить так. Я 23 года не брал ни премий, ни заходных грантов, не служил власти. Я есть натуральный белорусский мастак. Это моя каштовность. Это вельми важно. Я живу только с того, что я зарабатываю. Я ни разу не писал грант на свою выставу, чтобы спонсорить кто-нибудь дал. Ни разу. Но ни разу Министерство культуры Республики Беларусь не помогало мне сделать мою выставу и не купила мою картину. Я есть реальная картина белорусского искусства тут, на усходе Беларуси. Мы стали іншими. Мы не можем жить так, как ранее. Зараз часовая такая сезонная, назовем, перемога режиму. Спочатку это шести зверей на ручайки, потом по дворах разогнали, теперь по балконах будут сходить и стягивать, заставлять снимать, штрафовать нас будут. Я это чекаю, я к этому рихтуюсь. Але прийде весна, зацветут камені.
загинувших за незалежність Білорусі, за білшого на білостям у гэтым 2020 году Рождество Христа. Потому что два раза зафарбованы. Я не сомневаюсь, что зафарбуют 30. Потому что это одразу знак бело-червоно-белого стяга. Одразу ваше. Ось символ входит. Белорусский национальный стяг. Я вспоминаю, чего провел рукой по полотну, и люди, убачивши в этом знак, подняли и пошли. Правда? Я его пытаюсь. Ойче, кому служите? Путину и Ярославу Лукашенко, ти Богу. И наш священник с крестом в руках говорит: Богу, Александр, Богу. Хотя я в этом не сомневаюсь. Бо однойче бачу, когда я пошел в магазин, то бачу, что от нашего приходского священника выходит оперуполномоченный КГБ по Крупскому району капитан Гапеев Сергей Николаевич, який викликав мене на допрос у Борисовське управління КГБ і допитувався про різні там мої виступки. І я, коли побачив этого капитана, говорю: о, капитан, товарищ капитан, что это вы делаете у нашего батюшки? Он говорит: да ничего, там все по делам дикиозно. И сел в машину служебную, такую козел платит военный, и поехал. Я сразу захожу к священнику и говорю: отче Виктор, вы знаете этого человека? Чего он к вам приходил? Ну, там приходил по похоронам, как организовать. Я говорю: отче, это оперуполномоченный КГБ по Крымскому району капитан Гапеев Сергей Николаевич. И я теперь не могу верить вам, что вы с ним не супрацовываете. Я бачу, як он у вас был, и он вас курирует. Ну и с тех пор я не доверяю своему священнику. Сегодня я задаю еще одно важное питание. Вчера 96 священников Белорусской православной церкви написали зворот, написали открытое письмо о том, что треба провести другие выборы и против Лукашенко высказались. Я сегодня говорю нашему святару: отче, может ваш подпись есть сирот гэтых 96? Он сказал: нет, на ней нет. Причем добропорядок – это отдельный санкционированный доступ до реального життя людей в этом годе. Я заключил эти хаты. Я бачив, як живуть люди, в відрізняні від державної пропаганди. Я не живу в Києві. І тварах у них нічого нет суду. І вони стомленою усмішкою усміхаються і як проміжку забити, вспоминають этого Христа. Это вот колядовщики, жарти і сміх. Александр Федорович, послухайте звоны. Грудно. Запрещаем. Не арестовали. Господин, еще не арестовали. Еще не усудили. Да. Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед.
Эту инсталляцию можно расценивать как патрон боеприпасов. И все. И на этом основании закрыть выставку. Закрыть помешкание. В связи с взрывоопасностью. Понимаешь? Чем мы рискуем? А герой? Конечно же, антисовет. Сегодня, 22 сакавіка 2021 года, я зробив репліку перформансу, яку я зробив 21 листопада 1999 года, 22 години тому. Бо я сьогодні зостаюся при таким же міркуванні. Режим Лукашенки – кривавий режим. Этого гноя, тоталитаризма, как выросло Божие, новое, Валецка, Белоруссии, яркая клетка, такая, как вы слышите, шаршины сделаны клетками, правда? Я так не Боже. Лукашенко лишь гной. И он наша беда. Беларусь его породила. Спорядковать его мы повинны сами, не читаючи ЦРУ, ни Байдена, ни Зеленского, ни Путина. Мы повинны Беларусь его спорядковать. И таким речищем, родных человек, 26 год он старается, робить краину, дороги, больницы, мосты, старается. Вот как это вдохновение, это классно. Это полковник, Пригожин, чистый, без страха Беларусь. Я думаю, что я приеду домой, и информационные агенции, и наши просто сайты новостные передрукуют эти перформанс-реплику. Ну и это ясный посыл, что Пушкин остался таким же миркованием, что он был 22 года назад. Что эти перформанс признаны экстремистским, это уже решение суда Гомельской области было. И тому, конечно, прийдуть люди попросять тлумачення якось, може зволять з роботи мене, може справді розглядати кримінальну справу по яким-нибудь за екстремізм. У нас же зараз вельми важна юридична підстава. Экстремизм – это вельми обтекаемая форма, и тому полечится это оскорбление президента, экстремизм, оскорбление Украины, Беларуси. И тому до 12 год Сибирь на карту. Братья России, Нарыть, рудники Пушкина. Ну, где же эти Пушкин может быть? В глубине сибирских руд.
Дякую всім за руки. Нагадую, що вистава буде притягуватися до 14 березня. Приходьте і запрошуйтеся про. Ось, і, в принципі, дивіться від 11 на різні імпрези, які тут проходять. Дякую.